Меня как представитель культуры, прежде всего национальной культуры, представитель Всемирного Курултая Башкир, конечно, это вызывает вопросы, потому что в любом случае мы существуем в трех измерениях. Есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. И, конечно же, мне кажется, что нужно все-таки немножко уважительно относиться к прошлым нашим, к культурным каким-то кодам, да, и делать такие проекты, которые делают что-то новое. И как бы все-таки перевертыш ценностей все-таки у нас произошел в последние годы, когда на поверхность вышли какие-то больше связанные произведения со страхом, с насилием, с каким-то больше такого, знаете, таких вещей, которые, мне кажется, нужна все-таки культура. Это все-таки та вещь, которая дает нормы, которая как бы устанавливает ценности, которые эти ценности должны переходить там, с киноэкрана, к примеру, в жизнь, да. И поэтому мне кажется, что меня как представителя, ну, там, я городской башкир, да, к примеру, да, то есть для меня вот как шлейф моего отца, который тоже занимался культурой, я думаю, что он был бы удивлен, что вообще такие вещи могут появляться. Но меня здесь еще другое немножко беспокоит, то, что те люди, которые... Я не отношусь к тем ревнивым и тем агрессивным людям, которые критикуют. Мне немножко как бы задело другое, то, что те люди, которые высказали свое мнение, что такое, ну, с нашей точки зрения, да, с моей субъективной точки зрения, неправильно, мы сразу зашли в когорту людей, которые там, грубо говоря, националисты, шовинисты, нацики, такие, так скажем, такие немножко других синонимов, да, то есть вдруг те люди, словам, которых, да? С нашей точки зрения, мне кажется, нас немножко задело, мы вдруг в этот момент стали наоборот, еще хуже, то есть, да, то есть, мне кажется, здесь перевернуты все как бы принципы, и я не собираюсь рассматривать это с художественной точки зрения, но с точки зрения этики, конечно, у меня много вопросов. Что? Вы знаете, я хотел бы добавить, конечно, это плохо, то, что идет агрессия, и ни в коем случае непозволительно. Здесь я на стороне, безусловно, это, ну, как бы права человека, и то, что человек имеет право на творчество, безусловно, безусловно. Но давайте представим, вот у вас есть семья, у вас есть, к примеру, родители, бабушка, да, и вы, к примеру, берете фотографии, а для нас, для башкир, вот культура, эта история очень важна. И вы начинаете, к примеру, вот в своей семье, вот знаете, фотографиями начинаете там как бы издеваться над ними, понимаете? Безусловно, ваши близкие родственники, ваши в семье скажут, просто удивятся. Поэтому все, что создано до нас, давайте относиться к этому, ну, как скажем, спокойно. Давайте что-то новое создавать. Создайте то, чего не было, а не паразитируйте на том, что уже произошло, и делайте из этого хайп. Конечно же, после этого все обсуждают, становятся частью как бы информационного пространства. Сказать, что те рьяным защитникам, кто защищает ее, она, безусловно, ну, человек, творческий человек, имеет все права как человек, безусловно. Но я всем рьяным защитникам хотел бы сказать, ну вот, наверное, вы понимаете, что конфликт там переходит в какие-то уже нехорошие фазы. Ну, давайте выйдите на связь с Аленой Савельевой, переговорите, сделайте так, чтобы купируйте эту историю. Она же переходит все уже грани приличия. Мы уже, как скажем, обсуждаем такие вещи, как уголовная статья, да. Я считаю, что в этой статье каждая сторона должна остыть, да, сделать брейк, успокоиться и сделать выводы. Давайте уважать каждую сторону друг друга. Как представители башкирской национальности должны уважать представители других национальностей. Также представители русской национальности или татарской национальности должны уважать культурные коды башкирского народа. Это нормально. Понимаете, здесь нет ничего мы не должны там сверхвеликого, да? Это простые вещи. Поэтому здесь я бы хотел, чтобы резюмировать для себя, просто нужно откатиться назад и перестать вот заниматься такими эпатажными провокациями. И под тех людей, которые, ну, мне не нравится эта картина, мне не нравится этот художник, но это не значит, что я против нее или я агрессивно по отношению. Но не надо меня после этого записывать в тех людей, которые экстремисты, националисты, да, которые нарушают права человека. Я просто сказал свою точку зрения. Но я сегодня даже думаю, сказать ли мне свою точку зрения. Потому что на меня перейдет такой шквал в критике в Фейсбуке, что мне придется 2-3 дня заниматься не своим делом, а отписываться от этих, сказать, ненормальных защитников. Поэтому я считаю, что нужно как в этой части всем остыть и просто сделать выводы и двигаться дальше.